Верхнеюрюйская школа бокса как отдельное юридическое лицо открылась в 2016 году. До этого работали как отделение детской и юношеской спортивной школы. Сегодня это одно из популярных мест среди школьников. Занимается около 150 воспитанников. Это считая филиалы в наследах Хоро, Бейик и Кентик. Распределяются по возрастным категориям с 6 до 18 лет, а вечерами после 7 часов здесь занимаются взрослые. Наша школа открылась в 2016 году. До этого работали как отделение бокса в детской юношеской спортивной школе. И вот с 2016 года как отдельное юридическое лицо открылись при поддержке главы района Владимира Семеновича Паскачина. Наш зал 2008 года постройки, благоустроенный, сауна, душ, туалет, все есть. И тренажерный зал тоже есть. Вот. Большой ринг есть, мешки есть. По мере возможности участвуем во всех проводимых соревнованиях. Также дети ездят в Приморский край на турнир Дальневосточного федерального округа. И у нас также есть чемпионы первенства Республики Саха-Якутия и призеры. Сейчас тоже вот тренируемся, готовимся. Скоро в Сунтарском районе пройдет турнир. Также дети у нас тренируются каждый день. Старшая группа, а младшие 3 раза в неделю тренируются. С каждым годом вот все больше и больше детей к нам ходят. Несмотря на то, что этот вид спорта бокс как бы специфический, да, все равно ходят. В данное время спорт это является как бы модой, да, сейчас заниматься спортом, физкультурой. Поэтому нынешняя молодежь все больше ходит на разные секции. На будущие планы у нас хорошо выступить на первенстве Республики Саха-Якутия, занять первые места, а дальше Дальневосточный округ и Россия. Работает 6 тренеров. Старший тренер Петров Александр Григорьевич, двукратный чемпион России, мастер спорта по боксу СССР, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, кандидат педагогических наук, также тренера-преподаватели высшей категории, первой категории и ССД. Лево, правый подбор. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В 2019 году приехал в родной Луз и работаю. Я учился в Институте физической культуры и спорта Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Закончил 2017 после армии приехал и работать начал. В первом году, конечно, тяжело было. После 2-го года или 3-го семестра начал уже хорошо детей тренировать. У меня детей сейчас МП1, МП2. Это начальная подготовка с 1 класса до 5 класса. Потом, когда 5 класс закончишь, 107-8 класс, 9, 10, 11, они уже взрослым будут боксировать. Более профессионально. Тренировка идут. Передний встречаем сразу такую левую сторону. А с кто встречаем левую. Раз, два, там ссылка раз. Показываешь и удар. Показываешь удар. Первое соревнование ездил в 2019 году, город Нюрба. Там 3 детей взял. Танаев Андрей первое место занял, Догордуров Никита первый занял. И 3-е место занял Федоров Айтал. Танаев и Догордуров они вместе сейчас тренируются в училище Олимпийской резервы. Догордуров уже 2 года он выступал там, он учится. Танаев Андрей уже год. В этом году он поступил в училище Олимпийской резервы.
Дети, когда приходят на тренировку, сперва они одевают спортивную форму. В понедельник всегда у нас в парах работа, поэтому они приходят, строятся, начинают разминку. Разминка начинается с этой гимнастики боксера, растяжку делают. Основные упражнения это разогрев суставов, и скакалках работают, и парах. Это уже обязательное упражнение. Вот работай, левый. Вот, смотри. Левый работай. Вот, раз. Он должен выносливый, целеустремленный, детей всегда. Скорость, выносливость и дисциплина. Когда приходят в зал, вот это маленькие дети, надо работать с родителями и самому. С детьми надо работать. С родителями и детьми. Вот это критерий, который, я думаю. Поддерживать физическую Да, физическую форму, и чтобы не пропускал занятия. Перед соревнованием мы регулярно занимаемся с родителями. Им говорим, что смотрели детьми с питанием. Хорошие родители, например. Они присматривают, формы держат ребят. Вот. Перед соревнованием взвешивание будет. Первый бой. Если проходит первый бой, второй день тоже надо вес гонять. Вот у нас это проходит каждую, если победа будет, у нас взвешивается каждый день. Если победа будет, то взвешивается каждый день. Ну, каждый день будет. Основные задачи у нас, чтобы дети были воспитаны. Тренировка с девушками, конечно, отличается, но я вот это 4 года работаю, вот встречаюсь, с некоторыми девчонками работаю. Ну, если они не терпят нагрузку, да. У нас, если они же взрослые приходят, кто здесь не тренировался, то, конечно, им трудно будет. Самое лучшее, когда они в первый класс приходят сразу, и даже детские сады. Вот в Нюрнберге проходил соревнование Размахнина и Исмаилова, и посмотрели там, как в Нюрнберге у них детей учат с детского сада. Родители приходят в зал, они сидят, увидят, как дети, и оттуда начинают, кажется. У нас должны, конечно, все в школах бокс или в школе, кажется, я думаю, в боксе приходить с детства, кажется. Сейчас у нас самый младший 5 класс. Ежегодно здесь проводятся турниры в рамках школьной спартакиады и дважды в год турнир на призы Александра Петрова. Ребята участвуют в улусных, республиканских соревнованиях, а также в Дальневосточном федеральном округе. Как уровень выше, чуть-чуть, показывается, уже выше, там парни хорошо подготовленные, все приезжают. И новички тоже есть в этом соревновании, и там выступают даже, первый раз выступают даже такие. Ну, конечно, у нас это стало популярным, что все показываем тоже на первенство республики, там первые места у нас есть, призовые места есть, в среднем и младшем возрасте. Поэтому тоже мы радуемся, тоже в дальнейшем тоже успех еще будет, мы еще ждем. Начинаешь обязательно этот опыт, то, что они могут глаза закрывать, это все во время боя. Они и начинают тут же проявлять себя, о том, что там быть надо, не закрывать глаза, там какие-то там движения тоже это все делается, им лучше делается. Вот, и опытнее же. Опыт набирается и становится опытнее этот боксер. Меня
перевела мама, когда я был в 2 классе. Первый тренер Максим Семенович Паскачин. Сейчас тренируюсь под руководством Александра Григорьевича Петрова. Я участвовал в республике первенства в 2023 году. Занял 1 место в 34 килограмма. Кумир – это Майк Тайсон, потому что если бы не Майк Тайсон, я бы не хотел в бокс. Я увидел его там бои, там действия, как он там боксировал. Его технику, да? Да, его технику там. Молодец. Левый, левый. Сума. Передний работает сейчас. О, держит, держит. Меня пригласил мой хороший друг Дагардуров Кирилл в бокс в 7 классе. Мой тренер Александр Григорьевич, и он научил меня боксировать. Первые тренировки были круговыми, сложными. И потом я привык и начал заниматься хорошо. В каких больших соревнованиях ты участвовал? Я во многих, Нюрба, республиканские и первенство в Нюрбе, в Нюрбинском районе. Трудно. Моим первым противником был дагестанец Сашубеков Мурат. Я его победил 3-2 вроде. Было сложно. Он был быстрым. Ну, как-то выиграл. Поддержка друзей, тренеров и так далее. Это помогает? Да, очень помогает. Тренеры, ну, они помогают очень сильно. Да, он говорит правильно и так далее. Хорошие советы дает. Особенно Алексей Васильевич. Учусь, потом иду на тренировки, заканчиваю, иду домой. План на будущее? Не знаю, я об этом еще не задумывался. Боксер, он должен быть хорошим, быть быстрым, ловким, с хорошим зрением и так далее. Именно в боксе нужен характер, не сдаваться, идти к своему целью. В будущем планируют открыть круглогодичную учебно-тренировочную базу для сборов. Подготовительные работы уже начались. В местности Тойбрён, недалеко от села Верхний Вылюз, должны построить 3 дома. Ограждение и дорогу к нему уже сделали. Там будут не только занятия по боксу, но и лыжня, каток. В летнее время будет лагерь для воспитанников. Верхневлюйская школа бокса расширяет свои возможности.